Добрый вечер, уважаемые телезрители. И снова в студии Абхазского телевидения мы вспоминаем события Отечественной войны. И сегодня тема нашей беседы – город-герой Гудаута, цитадель обороны Абхазской армии. Когда грузинскую агрессию остановили в Сухуми на Красном мосту в Гудауте уже 14 августа, в здании лесхоза собрались жители города, которые с первых минут войны четко определили свою позицию – оказать вооруженное сопротивление врагу, не жалеть никаких средств для закупки вооружения и техники. Были составлены уже 14 августа по Гудаутскому району были составлены списки резервистов. Сегодня в нашей студии гости. Виталий Зиевич Чамагуа, главный редактор газеты «Республика Абхазия» в период с 1991 по 2011 год, заслуженный журналист Республики Абхазия. Отар Владимирович Ося, кавалер ордена Леона, начальник медицинской службы Абхазской армии. Лаврентий Манчевич Сакания, боец 4-го батальона, кавалер ордена Леона, ордена Ахтзапша 3-й степени. Зухба Занби Валикович, участник афганской войны, боец 2-го батальона, награжден медалью за отвагу. И Шулум-Багарий Александрович, кавалер ордена Леона, боец отдельной разведывательной роты 2-й бригады Гумистинского фронта. Прежде чем мы начнем беседовать, мне бы хотелось напомнить нашим телезрителям хронику войны. Итак, 16 августа в Гудауте уже был создан официальный штаб обороны, руководителем которого стал доброволец из Кабардино-Балкарии, полковник советской армии Султан Асламбекович Сосналиев. 18 августа штаб обороны переместился в здание санатория «Волга». Конечно, в первые дни войны имели место растерянность и хаос, которые, однако, очень быстро прошли. Были, и надо признать это, были люди, которые, стараясь избежать кровопролития и смертей, предлагали пойти на уступки Грузии, найти с ними общий язык. Но важным событием оказался митинг, на котором лидер Абхазии Владислав Ардзинба спросил собравшийся народ. Он спросил, что будем делать, воевать или сдаваться? И услышал ответ – воевать. В этот же день Президиум Верховного Совета Республики Абхазия принял постановление о создании Государственного комитета Республики Абхазия, в который вошли 16 человек. В их руках сосредоточилась вся полнота власти по обороне республики. Можно сказать, что в Гудауте сформировался мозговой центр сопротивления, и военный, и политический, и идеологический, и хозяйственный. То есть все пришлось начинать с нуля. Через месяц после начала войны ГКО, Государственный комитет обороны, принял постановление об образовании Гудаутского, Гагрского, Ткуарчалского военных гарнизонов. Начальником Гудаутского военного гарнизона был назначен Агарба Гиви Камугович, военным комендантом Дармава Виталий Меджитович. И прежде чем мы начнем беседовать с нашими гостями, я бы все-таки попросила нашего режиссера показать ролик с кадрами военной хроники. Пожалуйста. Вернуть мир на землю Абхазии. Усиленно защитить людей здесь всех, независимо от их национальности. Ayıp işlemişti bu. Fronta çöpe,
официальные документы того периода публиковались в газете «Республика Абхазия», эта газета являлась органом Верховного Совета. Виталий Зиевич, может, вы вспомните, ведь через вас проходили все официальные документы. Вот это начало войны, когда очень важный период, когда все становилось. Я вот хотел бы начать, извините, с того кадра, который мы только что видели в начале. Там стоит несколько человек, в том числе я стою. Дело в том, что мы спустились сверху, это было 14 около 12 часов. Тогда отошел оттуда Лакоба был и светлой памяти Асхатсава Ардашевич, значит, Владимир Ардашевич, тоже депутат парламента, и Лакоба Станислав, депутат парламента. Мы втроем уговорили Владислава спуститься вниз, в конце концов оставить помещение, потому что до этого атаковали уже сухумские товарищи, ну как, господа, которые имели уже, так сказать, организованные военные силы здесь, вот, до подхода еще грузин, уже, значит, они там за Красным мостом были, а уже атаковали, оттуда уже пытались, значит, взять уже нашего руководителя, как говорится, в плен. И мы его уговорили, он не хотел уходить с этого места, сказал, что я здесь останусь. Мне пришлось там сказать уже, чуть ли так это самое, нашелся Сальвадор Алендри, чтобы его, так сказать, немножко это самое заставить, сказать, что вот здесь придут сюда, убьют, этим закончится все наше сопротивление. Они этого и хотят. Вот, ну, в конце концов, он прислушался, тем более ему надо было звонить по ВЧ, он должен был связаться с российским руководством, которое скрывалось, между прочим, не шло на связь с ним. И вот он спустился. Вот я этим самым хочу прокомментировать кадр. Значит, кроме этого, что я хочу сказать, что касается газеты. Да, действительно, документы были опубликованы, в том числе и те, которые Арзанба принял в первый же день войны. Ну, вы знаете, было обращение к народу Абхазии сразу же, как только вошли грузины. Было также еще постановление парламента о образовании 5 батальонов по 500 человек. Я вам должен просто сказать, что в такой ситуации руководитель небольшой страны, республики, в то время автономной, даже я могу сказать, когда попадает в такие клещи, когда на нее нападает 5-миллионное государство фактически, знаете, можно и растеряться, но Владислав проявил просто мужество, проявил дальновидность. И вот я простой пример приведу. Вот, например, мы все помним ту Великую Отечественную войну. Да. Сталин не мог неделю прийти в себя после нападения гитлеровской Германии. Он неделю не выходил на связь. И не мог сказать о том, что началась война. Это было поручено Политбюро Молотову. Вот какой факт. Вы представляете? Вот, а здесь вот это сам 5-миллионная Грузия, и Владислав принимает самые решительные меры. Хотя он догадывался, знал, что не все с ним согласны в этом плане. Но здесь вы правильно сказали, что в то время, когда вот Гудота даже стал центром сопротивления, цитаделью, я не побоюсь этого слова сказать, действительно так это оказалось. Но это заслуга и абхазского народа, и заслуга и географического положения Гудаута, и то, что грузины не успели там расселить свое население тоже, это сыграло большущую роль. То есть, действительно, регион оказался неприступным фактически. Хотя я должен сказать, что, опять-таки, работаю как журналист, как газетчик, я знаю, что я был даже на совещании, где Сосналиев по поручению Арзанба предусматривал, это было 17 или 18 августа, было совещание о выводе гражданского населения из Гудаутского района, потому что предусмотрено было, что грузины могут прорваться в город Гудаута и в селы, и что там будут вестись бои непосредственно уже в Гудаутском районе. Надо было вывести детей, женщин, стариков, чтобы развязать руки нашим бойцам, чтобы они могли уже сполна воевать, как положено. Такое тоже совещание было. Это говорит о том, что Гудаута, она в принципе географически, политически, по населению, она была как цитадель, как крепость. Она так и оказалась на последующем. Что касается непосредственно газеты, действительно, мы публиковали все государственные документы, указы. Тогда были постановления парламента. Кстати, я должен уточнить, что парламент это был Верховный Совет, не такой, как сегодня парламент. Я очень уважаю наш парламент, но Верховный Совет тогда был это орган исполнительный, законодательный в одном лице. То есть это было государство. А его руководитель считался главой Абхазского государства, Абхазской республики. То есть в этом отличие, потом уже произошло разделение властей, поэтому сегодня исполнительная власть, законодательность, это отдельно. Тогда в одном лице Арзанба и парламент возглавлял, и государство возглавляло, и все было в его видении, в его руках. Естественно, он нес большущую ответственность.
Вот. И газета, естественно, это была орган, официальный орган парламента. И когда я вот, когда ссылаюсь на своих книгах или вот когда разговариваю здесь, я всегда на факты ссылаюсь, поскольку у меня была возможность присутствовать на совещаниях, заседаниях, не то, что потому что я такой человек, а потому что я представлял газету, представлял Верховный Совет, и с этим тоже считались. Вот. Еще я вот, там, вы, наверное, хотите узнать некоторые моменты. Виталий Зинович, я хочу продолжить, Да. вот, готовясь к этой передаче, я прочла много литературы, и вот хочу дополнить значение Гудауты. Значит, один из наших историков пишет о том, что Китавани, отчитываясь перед Шеварднадзе, значит, говорил, что все у нас хорошо, вот идут войска, и тот спрашивает его: вы Гудауту взяли? А вы прекрасно понимая, что Гудаута – это центр. Основа, да, всего сопротивления. Всего сопротивления. Но тот сказал, что не взяли. Тогда, говорит, не надо говорить мне о победе. Вот такой состоялся разговор между Китавани и Шеварднадзе. Шеварднадзе, да. Виталий Зинович, какие еще были вот такие интересные моменты, которые бы... Вот, вы сказали здесь о том, Да. что Гудаута, значит, стала цитаделью обороны. Это действительно так. Вы понимаете, все-таки центром у нас был Сухум город, правильно? Это, там, в принципе, была вся экономическая, политическая, информационная организация, все это налаженная уже работа. В Гудауте пришлось все заново перестраивать. Я как журналист, как редактор газеты больше могу говорить о своей работе, но это касалось и всех остальных министерств и ведомств. Например, мы начали с нуля. Мы приехали, оставив самую главную свою базу, это типографскую, и сели на гудаутскую типографию. Кстати, я в обкоме тоже работал, курировал именно печать. И вот там тогда я узнал, что тогда, даже и тогда мы много не доработали. Надо было Гудауте помогать, надо было эту типографию мощной сделать. А когда мы приехали и сели на эту типографию, все сухумские газеты, вы представляете, она все это выдержала. Она публиковала государственные газеты, она публиковала партийные газеты, она публиковала общественные газеты, военные газеты публиковала. И это все, вот это маленькое гудаутское, спасибо им большое, действительно, это очень большой труд был и рабочих, и руководителей, и всех буквально. Вот. И также и все остальные ведомства перестраивались, военные, политические, информационные, хозяйственные, медицинские. Вот со мной Атар Владимирович сидит, какую перестройку он провел там тоже. Это с нуля надо было все делать, поскольку это новое место, новые дела. Вот. Так что Гудаута вся перестроилась, все стало на новые рельсы и заработало. Ну, для этого надо было время, для этого надо было большие усилия. И это было сделано. В такой ситуации усилия были сделаны. Но что самое интересное, не все знают, что в Адлеровском аэропорту 14 августа приземлилось воздушное судно с гвардейцами, с грузинскими, Да. которые совершенно серьезно предполагали, что в первый же день войны абхазское руководство сбежит. И они хотели перехватить их, сидя в Адлере. Но такого не случилось, и 14 августа вечером они снова улетели с Адлерского аэропорта, улетели в Тбилиси. Был такой случай. Был такой случай. Мы даже во время войны это опубликовали. Пресс-секретарь военного министерства нашего Валерий Сангули значит, об этом и сообщал. Из источников компетентных, значит, эта информация была. Дальше уже после войны, уже это известно, я уже уточнял ее, она действительно таковой и была. Это была не просто инициатива грузин. Это все-таки территория не грузинская. Мы можем подумать же, чья это. Там договоренность была Ельцина и Шеварднадзе. Это устраивало обоих руководителей. Вообще вся эта война, это сговор Ельцина и Шеварднадзе. Это Дагомысское совещание, где Шеварднадзе сам, конечно, очень хотел напасть на Абхазию. Он всю жизнь мечтал, но он не осмеливался, тянул. Но когда получил добро в Дагомысе за 2 месяца до августа, это было 27 июня, если не ошибаюсь, они встретились по осетинскому вопросу. Но там было еще закрытое, для посторонних лиц закрытое было совещание 1 на 1, видимо, с Шеварднадзе и Ельциным. Тот пообещал ему поддержку и дал неделю, насколько вот я информирован, ну, как по своим каналам, по своим некоторым моментам, по разговорам отрывочным с Владиславом. Я не говорю, что он прямо это говорил, но он подразумевал, что так и было. Что неделю дал на наведение порядка в Абхазии, так называлось это все.
когда на неделю не справились, он дал еще одну неделю. Вы помните заявление 26-го, промежуточное заявление, когда было сказано, что 28-го будет встреча грузино-абхазско-российская в Москве. Но уже 28-го не состоялось. Почему? И еще 3 дня дали им, чтобы они дожали, если возможно, даже Гудауту взяли. Вы понимаете? Почему 3 сентября перекинули? 31-го, помните все Кутычха, когда русские зашли, там вместе с грузинами, там танкисты, кто был, российские механики, водители, там, основная масса не пошла грузинская, но Кутычку все-таки дошли до Кутычхи, занято было это. И ночью пришлось нашим ребятам там выдворять их. Часть выдворили, часть осталась. Но это была надежда на то, что все-таки разовьют успех грузины, и 3 сентября Шеварднадзе скажет: товарищи абхазцы, пора капитулировать. Да. Мы уже у Гудауты стоим, вот так, ОПОН взяли, скажем, что еще хотите вы. Вот такие планы были. Да, были такие чаяния Да. у наших оппонентов. Скажите, пожалуйста, вот еще хотела бы такую тему раскрыть. С самого начала войны, с первых же дней войны, пошли раненые. И стало совершенно понятно и очевидно, что нужно организовывать медицинскую службу. Учитывая, что довоенные врачи все были в основном грузины. Понятно было, что существует дефицит врачей. И, Атар Владимирович, как началась медицинская служба, если можно вот коротко, нам расскажите. Мы понимаем, что это была очень серьезная служба. Как образовались госпитали Абхазии? Вы правильно сказали, времена наступили очень тяжелые. У нас и довоенная медицина была очень слабая, не только в Гудаутском районе, а вообще в Абхазии. Оборудование было старое, медикаментов было недостаточно, перевязочного материала было недостаточно. И вступать в войну вот с такими, я имею в виду медицину, ресурсами, было практически немыслимо. Но и к тому же, вот здесь кадровый вопрос. Всего было 2000 врачей до начала нашей войны, из них только 400 не грузинской национальности. И я должен сказать здесь прямо, не скрывая, что из этих 400 человек только 20-25%, может быть 30%, те, которые остались в Абхазии, остались в Гудаутах, Творчале, в Афоне и так далее, остальные все почему-то посчитали возможным переждать эти тяжелые времена за пределами Абхазии. И поэтому возник кадровый дефицит тоже. Но хочу сказать, что те, кто сконцентрировались, медики, имею в виду и врачи, и медсестры, там, младший медперсонал там, и так далее, сконцентрировались в Гудаутах, в Афоне, в Творчале, они не пали духом, не роптали о том, что вот того нет, того нет, того нет, как мы можем и там организовать службы и так далее. Начали организовывать оказание медицинской помощи нашим раненым теми средствами и теми ресурсами, которые на то время были. Вот это было, и так оно, вот, как говорится, дало возможность в дальнейшем организоваться и в какую-то определенную хорошую службу. Но я должен сказать еще и о том, что вот, где-то 18 числа мне удалось вырваться из Сухума. Я был, по-моему, 18-го, сейчас я число не помню точно, в Гудаутах, в Гудаутской районной больнице. И там уже на полный ход шла подготовка больницы к приему раненых наших ребят. Вот. И руководил этой работой Саид Лакоба, который в будущем, в последующем стал первым заместителем начальника медицинской службы, и Игорь Цишба, который вот тоже в последующем стал начальником уже Гудаутского головного военного госпиталя. Ну, прибыв туда, я вот с ними поговорил, узнал, что сделано, какие ресурсы там и так далее, и отправился на встречу с Владиславом Григорьевичем. Мне сказали, что он меня уже искал, и мы вот с ним встретились, насколько я помню, в помещении администрации Гудаутского района. Я доложил о своем прибытии, и он завел меня в какой-то кабинет, я не помню, это его был или чей-то, и он мне сказал буквально вот так вот: ну что, старик,
давай организовывай медицинскую службу. Будут трудности, я рядом. Это не всякий так мог бы сказать, наверное, но просто так вот запросто, ни приказания, ничего, вот так вот просто вот это самое. И сообщил мне, что я введен в состав Государственного комитета обороны. Ну, естественно, я поблагодарил за доверие и вернулся обратно вот в Гудаутскую больницу, на то время еще больницу. И хочу сказать, что вот за весь период войны мы достаточно часто контактировали с Владиславом Григорьевичем, но если потом в дальнейшем время будет и интересно будет, я могу несколько эпизодов о таких встречах вспомнить. Ну, первое, что было сделано, вот в ответ на ваш вопрос, это все имевшиеся в нашем распоряжении районные больницы были реорганизованы в военные госпитали. Да. Этого требовало само время, по-другому нельзя было. И поэтому вот 2 госпиталя были образованы на Западном фронте. Это Гудаутский головной военный госпиталь и Новоафонский прифронтовой военный госпиталь на базе монастыря. Вы прекрасно это все знаете. И 2 госпиталя в Ткорчале. Это Ткорчалский военный госпиталь и Джгертский военный госпиталь прифронтовой тоже, который организовал Даур Гургулья, Маврик Чагава и их друзья. Со временем в Гудаутах на Западном фронте, имеется в виду, был организован госпиталь для легко раненых в Гудаутах, и на Восточном фронте Чуловский госпиталь прифронтовой. После освобождения Гагры, это я все очень быстро говорю, буквально телеграфным текстом, потому что времени мало и хочется много сказать. Вот после освобождения Гагры на базе Гагрской больницы был организован уже тыловой военный госпиталь. И были еще 2 резервных госпиталя. Это в селе Дурипш. Ну, про них тогда в то время мало кто знал. На 400 коек. И в Анухве, насколько я помню, до 100 коек. И они были организованы на достаточно хорошем уровне. Вот. Ну, это первое, что было сделано. Затем были назначены руководители служб, начальники госпиталей и так далее. И через какое-то время был организован аппарат управления медицинской службы. Если позволите, я немножко подробно хочу об этом аппарате сказать, потому что предполагалось, что этот аппарат управления медицинской службой должен руководить организацией медицинской помощи от передовой до госпиталей. И буквально вот так срочно, в течение 1-2 дней, пришлось собрать кадры ребят, которые были бы в составе этого аппарата управления. Я быстренько перечислю их. Давайте. Это Саид Лакоба, первый заместитель начальника медицинской службы, Леня Трапш, заместитель по лечебной работе, Валера Авицба, у него очень сложный участок работы был, это этапы эвакуации от передовой до госпиталей. Лева Аргун, начальник, был назначен начальником медицинской службы Гумистинского фронта. Зураб Миквабия, начальник травматологической службы и представитель нашей медицинской службы в Ткорчале. Шота Зохба, светлая ему память, начальник хирургической службы был. Люда Тарнава, единственная женщина у нас была, которая руководила вот этим всем бытом, так сказать. И Вахтанг Вардания, который руководил резервными и профильными госпиталями. И я должен сказать, что вот мы не ошиблись друг в друге. Вот я сегодня иногда думаю, вчера так думаю, что можно было бы их кем-то заменить. Нет. Они все были на своем месте. Все были, да, на своем месте. Каждый из них буквально героически занимался своей порученной работой. У нас не было начальник, подчиненный, мы все обсуждали эти вопросы сообща. Естественно, приходилось решение принимать мне, но после того, как все это мы обсудим. И я хотел бы, чтобы этих ребят именно знало наше подрастающее поколение, и особенно поколение врачей, как одних из тех, кто привел наш народ к победе. Ну, дальше... Атар Владимирович, давайте мы прервемся, потому что все, что вы говорите, очень интересно, но у нас есть ролик, именно посвященный госпиталям. Да. Давайте мы напомним нашим телезрителям все, как было. Я продолжу, да? Да. Спасибо.
только если можно уже короче. Sessiz tapsa. خش پشبو اخرایشو اخذت نشته Находка, можно сказать, кости. Да, и там в Сочи ребята занимаются, полегче возможность. Понятно, что вот врачи, профессионалы, это понятно. Но я знаю точно, что пока еще никто не говорил о добровольцах, о волонтерах. Расскажите, пожалуйста, Атар Владимирович. Да, только я вот по поводу вот этой организации два слова скажу, а потом Пожалуйста. перейду к этому. Это Да. очень правильный вопрос, потому что действительно никто о них никогда не говорил. говорил. Надо говорить о этих наших помощниках, и будет очень интересно. Но я вот в заключении по организации, что хотел сказать, вот эта созданная структура, она позволяла оказывать помощь, предполагала, то есть оказание помощи от передовой до госпиталей. На передовой первую помощь медицинскую оказывали девочки из медико-санитарного батальона, которые в основном были не медики. Только процентов 30-35, наверное, были с медицинским образованием. Остальные любая другая специальность, но не медицинская. Но они очень быстро, вы, наверное, сами почувствовали, там, ваши друзья, товарищи, они очень быстро научились методам оказания первой медицинской помощи. И вот я могу с полной уверенностью сказать, что по их вине практически ни один раненый не погиб. Да. Вот. Потом, после этого была фельдшерская помощь, следующий этап. И последний этап – это уже госпитали, где оказывалась квалифицированная и специализированная медицинская помощь. Гудаутский головной военный госпиталь, он был как центральный. И из Творчала, с Восточного фронта тоже направляли туда и так далее, и так далее. То, что касается волонтеров, добровольных помощников нам. Первое, что я хочу сказать, всякая война – это где необходимо очень большое количество крови. Это всем понятно, всем ясно. Проблемы в этом плане не было, потому что народ шел валом. Все практически молодое население было на передовой, и поэтому в основном приходили пожилые люди, женщины, старики там и так далее. Но иногда в очереди устраивали, уже буквально были моменты, когда все, хватит. Они еще и обижались, когда мы их обратно отправляли. Через неделю, через две, через день там опять приходили. Это все не только в Гудаутах, это во всех госпиталях так было. Но это значит, говорит о том, что народ един был. Хотел, Потом было организовано питание для раненых, и особенно для тех, кого доставляли из Творчала, там, из других, как говорится, не гудаутских районов. Села между собой распределили дни. Одно село сегодня, другое село завтра и так далее, и так далее. Поэтому благодаря этому делу ни один практически раненый, ни один, кто находился в госпитале,
не оставался без внимания, не оставался без питания. Ну, те, кому можно было питаться, скажем. Там были и тяжелые случаи там, и так далее. Кроме того, очень много было помощников в качестве санитаров. Вот я, как сегодня помню, есть Саида Палба такая. Она в очень молодом возрасте пришла в госпиталь, работала в каком отделении, не помню, санитарка. Ей в госпитале исполнилось 17 лет. Да. Уже в госпиталь. Значит, она в 16 лет туда пришла. А сегодня она известный кандидат наук, вот, возглавляет лабораторию там, и так далее, и так далее. Вот, как не сказать о ней доброе слово. Конечно. Еще Павел Владимирович, я- просто перечислить, потому что у нас времени. Все, нет, я к вот сожалению. один Да. момент только скажу, не буду тогда дальше идти. Вот сегодняшний министр иностранных дел Дауркове, на то время школьник, я не помню, 9 или 10 класс, он привел туда в госпиталь своих одноклассников, которых где можно их использовать, где нужна помощь. Дети, пацаны, Добровольцы. да, пацаны совсем этот. И они санитарами работали, они там носилки носили, там, извиняюсь, подносы всякие там и так далее. И некоторых мы поставили у дверей, чтобы вот горячие головы, которые в неположенное время прорывались, там, они останавливали их. Вот так вот это было. Это было. И вот просто еще есть моменты, но вы говорите, времени не хватает. Ну, если у нас будет, мы Да, хорошо, вернемся всё, к я этому. это И сказал. так абхазский народ сплотился перед угрозой агрессора, собрал всю свою волю в кулак и дал достойный отпор врагу. Однако хаос первых дней он сменился очень четким порядком и очень четкой системой. И все равно вот по прошествии 25 лет просто диву даешься, как все было организовано. Ведь в городе Гудаута собралось большое количество беженцев. Всех надо было устроить. Надо было организовать питание, хоронить убитых, организовывать их отправку домой. И при всем при этом началась, хоть и с опозданием, учеба в школах. Возобновились занятия в Абхазском государственном университете. Кто-то занимался гуманитарной помощью, кто-то доставкой оружия и техники. То есть после вот этого первого стресса как-то все это вошло в русло, и народ стал как единый кулак. Но все же самые главные действия, они проходили на передовой. Лаврентий Иванович, вы встретили войну на Красном мосту, участвовали в Гагрском наступлении, а в боях за Шрому 11 июля получили ранение с последующей ампутацией ноги. Поведайте нам вот эти эпизоды, в частности, вот бои Гагрского наступления при взятии, бои у санатория 15-го Парсева. Я благодарю Абхазии и бойцы Абхазии, жителей. Мы все до единого, один как кулак стали, защищать и друг друга. Я хорошо помню, 12-13-летние дети, пацаны выходили в бой. И такие же самые, и старики. Один эпизод, я хочу сказать, в Гагровском направлении, когда мы сидели, от Сухуми забрали нас, надо было освободить трассу Сухое, это Сочи, Гудаута. И мы подготавливали в бой. Пришел старик пожилой Отечественной войне. И он говорит, вы не знаете, говорит, как воевать, я сейчас им устрою, говорит, здесь сидите, говорит. Вот этого старика я еще до сих пор помню. Его насильно схватили, но он вырвался, ушел. И через где-то на следующий день убитый нам дали. Абжба его фамилия, этого старика, где-то 86 лет, может быть, был у него такой. С палками пошел туда. И после этого мы все разозлились, правду сказать. И долго не проходя, мы в бой ушли, так и дошли до самого, сколько возможно было. Ну, это Сухумское направление, это Гагрское направление, я хорошо помню, вот этот 17-й процесс, когда мы спускались, чеченская группа, Шамиль Басаев и Ингуш был один, и второй Ингуш тоже здесь убили его парня. Ну, 3 человека
спустились, вот туда 17-й процесс, дорогу закрыли. Он там, с нами был еще двое абхазцев, Кетия, Черной речки. Первый выстрел он там сделал, мы не знали, как воевать. А вот на этом же месте, в 17-м процессе, надо было обойти через дорогу, где-то метров 20. Вот там мы их поймали бы, Каркарашвили, вот эти все, которые его командование был. Ну, а я поспешил, я говорю, пойду сейчас обстреляю, пойду вниз. Обстрелял, и после этого бемпешки завели, все, пошло, бой. А вот это я хорошо помню, пулемет на мне направили, быстро иди, говорит, дорогу пробивай. Там что, а в объезде, когда спускаешься на дорогу напрямую, вон там дорожка есть. А если я туда уйду, убьют, здесь останусь, убьют, какая разница, побежал туда вниз. А там на трассе, когда прыгнешь, ну, сантиметров 40, так, высота бордюра. Я раз сразу лег там. А ребята прыгнули вниз, ушли. Я еще помню вот этот бордюр в той стороне. Пулеметный обстрел, когда шел, я лежал, смотрел. И после этого пошел, увидел вот это Чечена Шамиль Басаев. Пули где попал. Эти же, они натренированные бойцы были, мне откуда знали. Там, кто помнит, эту дорогу мы закрыли. Те, которые шли с Гагры, я вам скажу, Тизигури один был здоровый, в КГБ работал, это, где-то работал командующий у них. Там оставили, милиции там, на Красной они шли. А тот, я не понял, откуда вылетел, по улице упал. А эти все, там домик стоит, до этого добрались, умерли. Но быда было здорово. Ребята дорогу перекрыли его. А оттуда ушел, я хорошо помню. Я говорю, Волга идет, Волга, ну, друг друга начали обстреливать, в один полоса посадили в них. 12 человек всего были. И начали. Волгу обстреляли, он на сигнал упал и дошел. Вот этот, там Думбодик наверху есть, бордюр какой-то был природный, он там сбил после этого, когда мы шли, увидели. Ну, сколько... Ребята, я вам скажу, что дружные были. Над нами тогда командовал, командир роты был Тарба Рома, и Чан Багена, Килба Махамуд, он направлял, где что надо было объяснять. Вот такое дело было. Ну, прошли удачно. Я думаю, победа за нами. Умерли некоторые нашими не хотели. И мне инвалидом остались, я никогда не жалуюсь, наоборот, радуюсь. Победы. Вот. Я должна рассказать нашим телезрителям, что после тяжелого ранения Лаврентий Мантьевич все равно приходил на линию фронта, держа в руках 2 палки. А после войны работал на Гудаутской нефтебазе, был председателем Лыхнинского колхоза, а в 1996 году даже изобрел чаеобрезочные станки. И уже 19 лет возглавляет машинно-технологическую станцию. И дай бог, чтобы еще 100 лет вели такой активный образ жизни. Спасибо. Ну и, наконец, Гарри Александрович. В вашей семье воевали все мужчины. Ваш отец – учитель Александр Константинович и 4 родных брата. Все живы-здоровы, несмотря на все ранения и травмы. Ваша разведывательная рота «Град» под командованием Руслана Ладаря стояла в Ахалшене, когда произошло, прям-таки скажем, мистическое событие. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, как белые носки спасли вашу роту от смерти. Интересный случай. Мы десантом нас на вертолетах переправили в Двуречье. У нас разведка, задача была разминировать мост и так далее, и так далее. Все это потом. До этого мы попали под сильный ливень, всю ночь ливень шел, да, прошли, Гагринская бригада вышла, все. Ну и как бы момент такой был, можно бы зачистили все. И такой момент можно было отдохнуть. У меня отделение, там, младший брат, его друзья, мои друзья, человек 7-8. И, кстати, вот сегодня рассказывали, что Скворчели легко раненых, где отдельно держали. Грек был Гурузулиди, парень, раненый. И его знакомый
тоже в Гудаутах жил. Вот таким образом он к нам попал. А после ранения он хромал, но он был с нами. В общем, к чему я говорю, я выбрал этот домик, чтобы мы отдохнули. Там умылись, то все, третье, десятое, как бы затишье было. Я говорю, часик посплю, пошел наверх. Не могу спать. И неуютно, что-то такое, вертелся, не получается, поднимается. Гурузлиди, вот этот грек, мы его так и называли грек. Он просит меня, принес носки белые, одень, говорит, их. Я говорю, я уже поменял все такое, ну, мокрые же были. Да мы и высушились, и так, полчасика мы часик имели, и перекусили все такое. Вот он принес носки мне, я точно понял, что спать не смогу. Спустился к ребятам, они там ели что-то, где-то как-то. Я говорю, собирайте все. Часик отдохнем. Я говорю, мы все уже отдохнули, я говорю, пониже спустимся. К чему я хочу это, вот, к чему я это говорю? Мы вышли, я настоял, это мое отделение было. Настоял, чтобы мы все собрались, вышли. Мы не прошли и 100 метров до перекрестка. До перекрестка. Ну, может быть, мы метров 100. Один снаряд 120 упал в глубине в ущелье. В общем, и не обратили внимания. Ну, пару-тройку минут пусть прошло. Второй попадает в этот дом. На моих глазах все разлетается, остается только фундамент. Вот такой интерес. Вот я крутился, видимо, я заснул, потому что ночью очень, когда мы уже к деревне вышли, спустились, у нас был момент такой, рассвет подождать, чтобы уже конкретно вступать в деревню. Там кому-то я из моих ребятишек молодые, кому-то плащ нашел, кому-то что-то, у кого-то ноги не вместились, ну мы мокренькие, ливень был как из ведра. Я, видимо, все-таки заснул бы. Никто из нас оттуда не ушел бы. Там прошло, ну пусть 5 минут прошло с того момента, как я спустился и начал заставлять их быстренько собраться и уйти. Мы до 100 метров прошли. Можно сказать, Гарик, да, что вот это их какая-то интуиция или Вот как... частенько я над этим думаю, но я не могу. Мне казалось, что я просто не могу спать. Пойдем вниз, откуда мы ждали наступления, если они пойдут. А они пойдут. Там мы уже все знаем, мы по кругу зачистили все. Комиссар там с группой, командиры Гена, Руслан Ладарев, все уже распределено. Ну, меня почему-то вот что-то вывело оттуда. Я вот не могу понять ни страха, не Гарик, смогу но вот ответить. эта твоя интуиция спасла Нас, жизни да, многих людей. Да, И может это, быть, может. это просто какая-то мистика, можно Да, сказать. но это да? на самом деле, Да, да, я было. как есть говорю. Я знаю, что у тебя есть еще очень много эпизодов, о которых, вообще состоит из о интересных которых ты бы эпизодов, мог хоть она и рассказать. кровавая, Да, я думаю, мы еще спросим у тебя это. Итак, Занби Валикович. Насколько нам известно, Занби Валикович тоже участник всех наступательных операций абхазской армии. И самое удивительное, что первое свое оружие он приобрел только в мартовском наступлении. То есть до этого во всех наступлениях он брал оружие у своих друзей, шел в бой, возвращался назад, отдавал, и только в мартовском наступлении. Расскажите нам, как вам удалось добыть это оружие? Я сам его не добивал. Просто мартовское наступление, когда мы перешли речку, зашли в Зеленый дом. От Гарри не даст, он тоже был. Да. Тут бомбе оттуда с моста автомобильного, откуда знаешь, что мы тут. Грузинский бомбе возле нас проезжает. Ну там ребята, хлопцы выскочили, багя будерцами, хосту на Итахай. Там канава большая, туда упала. Кто-то вышел, тут его тоже были, помнишь, Даур Зухпа, Удаутский, он герой, потом погиб в Шромах Хаваша. Он умел ездить, оказывается. Мы тут, да, кто не айган, он взял этот БМП, завел, загнал сюда, к нам. Патроны тоже там стреляли, все, патроны тоже там были, вот мы уже довольны все. Еще один час где-то проходит, еще один парень идет с автоматом, оттуда тоже. Он откуда знает, что мы здесь сидим?
Руслан Ладар и Эдгур, бедный, он потом погиб 15-16 в Стамбуле. Они его поймали, Эдгур принес автомат, говорит, Задби, ты не имеешь автомат, возьми это. Я говорю, на время, я говорю, нет, я тебе дарю, говорит, его. Он мне там автомат дал. Я говорю, он добьет с собой таскал. Ну, когда-нибудь я с него стрелял. Один раз стрельнул, ну, пойдет, сказали. Вот там мне подарили. А то и в Гаграх тоже я снаряды с собой таскал. Мирон, типа, наш тоже вместе. Ну, а кто-то же должен снаряды нести, а как? Задби Валерьевич, а вот вы в составе разведроты 6 июня уже находились в районе Двуречья, участвовали во взятии Гума и Алхалшея. Да, вот вместе Да. мы тогда А сентябрьское наступление вы зашли в Сухум через Комсомольскую улицу. Да, вместе. Расскажите нам. Ну, 920-я высота. Мы оттуда разведывали его уже с Гуме находясь. То мы с Гариком, то с Русланом ходили туда в разведку. Пока мы туда, когда скажут, что мы знали, что где есть там. Потом уже, сейчас точно числа я не помню это сказать. Когда поднялись, там наш один боец тоже погиб, в Стамбуле тоже. Беслан, он там погиб, когда мы даже не успели там окопаться, они атаковали, там один момент, Гарик, ты это хорошо помнишь, на 66-й Грузин. Они потом миномета стреляли, там наш один там парень погиб, это где-то, ну, где-то 18 сентября, где-то, наверное, да, в таком времени точно. Приблизительно 920-м. Мы же тут уже. Это ты имеешь в виду уже когда, перед да. Чанба улицей, когда мы... Да, потом же там, когда он погиб, мы уже в сторону ушли. И где-то, помнишь, мы где это БМП подбили. Погиб там Арухади, Виталик, Бедни, Чандарский, там 4 ребят погибли. Оттуда мы уже на Комсомольскую пошли дальше. Гарик, вот у меня к тебе вопрос. Скажи, вот когда вы заходили в Сухум, какие у вас были чувства? Может быть, такой банальный вопрос, но вот уже по прошествии 25 лет, какие у тебя вот сейчас, как ты смотришь на эти события? Нормально, мы победили, но мы долго еще работали. Мы же в разведке были, мы потом в Сибирду поднялись, потом зачищали там, тут. После войны? Да. После взятия мы долго еще работали. Вот сколько? Не все смогли убежать, так скажем. Потом много боеприпасов мы, склады, арматоры и так далее, и так далее, и так далее. Когда они поняли, что изменилось, все, они нам подсказывали, где что лежит. У них склады прям с оружием, с боеприпасами, разное было. То есть для вас война не закончилась, Сразу она нет, продолжалась. сразу нет. Но мы знали, что Но все. ты вот сейчас Со говорил- взятием Сухуми, что мы победили, мы 100% знали. Мы и вначале знали, что мы победим. Я вообще, костяк у нас был афганцы. Вообще у нас все интересно сложилось. Изначально близкие. Все афганцы. Кроме меня и Лагербая, вот в начале, когда мы поднимались, все остальные 3 афганца с нами было. Это Гена Маргани, Руслан Ладаря, Адик Цушба, охотники. Ну и Лагербай Алик и я. Не афганцы, не охотники, ну, хасцы родину защищали. С ними удобно было. Потом у нас молодые появились ребята, младшие, все такое. Их же надо было смотреть за ними, подсказывать. Очень хорошо у нас в сложной ситуации мы попали практически всю войну. Единственный раз, когда мы к ним не шли, они к нам шли, это вот в Ахалшене, да? Да. Да, там большая группа пришла. 8 человек мы насчитали. Интересно? Да. Мы заминировали тропу, осталось, вот когда дом вот этот взорвался, все такое, там больше некуда было возвращаться, мы прямо у сопочки в лесу. Ну, молодой, младший брат, все там, друзья его молодые, я как-то старался их поближе к лесу держать.
очень сложно с ними было. 2 секунды их нету, 2 секунды их нет. Такая активность была. Да, да, отчаянный, Мукбан, Зор, малыш мы его называли. У нас мальчишки шикарные были. То есть и воевать постарше, который приходилось, и все время, как бы, я извиняюсь, на фокусе надо было быть, чтобы они как-то вот их контролировать. Ночью мы растяжки поставили, все, мы подготовились. Комиссар у нас Тырк Базури был. Хороший у нас комиссар был. Вот война показывает людей, да? Ночью был взрыв на тропе, которая нами заминирована, растяжку где поставили. Ну, все по позициям, все. Оттуда вот лесовозы, где шли, такая более дорога, машины ездили, там трактора, и тропа вот эта. На тропе был взрыв. Мы быстренько все там, командование, все, у нас было все оговорено, все заняли свои боевые места, все такое, но никто не пришел. Чуть позже, не буду врать, где-то под рассвет, наверное, ниже, внизу, были выстрелы из 5,45. Это они убили потом. Мы же разведки были, нам и живые попадали, и так далее, и так далее. Они убили проводника армянина. Вот. Никто из нас не знает, кто подорвался на этой растяжке. Кровь была, днем мы уже посмотрели, капли крови. Может лиса, может человек, может его и убили за то, что он по этой тропе вел, кто-то вперед вылез. Ну, вот такая ситуация. Рано на рассвете они пошли. Хотите, верьте, хотите, нет. Но это было очень интересно. Вы меня правильно поймите, вы все воевавшие, знаете это. Мы все время к ним шли, все время у нас проблемы, не было. А тут А тут они идут, и много их было. Там какой-то, это надо у командиров спросить, они по датам, кто экипировал вот эту бригаду, то ли 180, то ли более человек. Да? Ну, я могу с уверенностью сказать, что до 20 человек вернулись. Вот. Да, они у нас прыгали и в пропасть. Пропасть в прямом смысле слова. Ну, это сюда Да. стреляют. У нас небольшая бригада была. Их гораздо больше. В Ахалшине сколько нас было? До 40. Именно нас. Да, потому что Лесик с бригады ушел туда, за генералом. Вот именно вот этот полукруг, где мы держали, куда нас немного было, нас, наверное, человек от 30 до 40, если память мне не изменяет, если 40 было. Да, это уточнить можно, Всё но несколько раз они превосходили нас. И я расскажу вам один случай. Они, потеряв проводника, в наглую пошли. Мы им дали подняться, вот как раз Зурик, Тырба, где ребята сидели, и на сопке у нас сидели. То есть справа, по курсу, как они шли, слева у них пропасть, справа не подняться, да, скала. 5-6 метров, 8 метров. Наверху наши ребята сидят. То есть гранату тот, кто бросал на дорогу, он должен был очень быть аккуратным. Джиба-юра. Перекреститься, бросить гранату. Им некуда было деваться. И мы взяли, к нам попал пленный лет по 35, наверное, человек. Он сперва повел себя так, не сильно раненый. Я почему это расскажу, вы меня сейчас поймете. Он не тяжело раненый был. Заур Тыркба с ним разговаривал. Тоже интересно было, послушали. Он нес какую-то белиберду, что у него друзья чеченцы. Он почему-то принял нас, видимо, в момент за чеченцев. Да. И он говорит, у меня друзья, я к ним иду. Вот этот момент как-то проходит, и одиночный взрыв 120-ки. Мы уже ушли, мы опять по позициям вниз. Мы видели, как назад бежали. АГС у нас был установленный. И вот 2-3 выстрела не попадает выше, ближе, и раз попал, и этот остался, этот остался. Вот первый случай, когда в самом деле они к нам шли, и прям
нормально было. Падает 120-ка, разрывается. Наших, по-моему, кого-то зацепило, но легко, или вообще не зацепило. Ихним же снарядом убивает этого, Парня. опять его доранил уже смертельно. И лежа он говорит, вот смотрите, какие слова он сказал. Абхазцы, вы мужики, вы выиграете войну. И умер. То есть они со 120-й, потом, когда мы уже 120-ю взяли, понятно, мы были как на ладони. Практически для них мы были, для Они корректировщика, оттуда для и всех. стреляли, помнишь, Гарик, я- Хуливердиана? Вот такой интересный случай у нас. Ну, если враг мы признал, сделали. если враг признал все-таки то, что вы Да. сказали, это Ну и у нас да, к ним большое. немножко уважения К сожалению, наше время проходит. Я бы все-таки хотела дать слово Атару Владимировичу. А последнее, скажите все-таки нам о волонтерах. Назовите нам эти имена людей, которые были волонтерами молодыми во время войны, а сейчас уже очень серьезные люди. Вот вы назвали Саида Палба. Да, я назвал и команду вот Да. школьников Даура Кове. Да, были еще на то время студенты российских вузов медицинских, которые вот на 3-м, 4-м, 5-м курсе, они побросали институты и приехали в Гудаутский госпиталь, в головной военный госпиталь, помогать своим старшим коллегам. Вот. И я вот, на тот момент подумал, что вот, пусть это будет вот, для тех, которые убежали, большим уроком, что вот эти пацаны на замену им пришли помогать. Вот. На то время они все, ну, студенты. Да. Вот, я могу их там сейчас, кого вспомню по фамилии назову. Сегодня они знаменитости у нас здесь в Абхазии, некоторые в России работают. Вот Тамас Цахнаки, он сегодня министр здравоохранения Абхазии. Джинджолия, сегодня он член парламента нашего, хирург. Амич Багия, он сегодня известный хирург, известный эндоскопист. Кирия, хирург. Лабия, он сегодня работает в одной из клиник Москвы. Там работал санитаром, тогда был школьником, он там в хирургических операциях не принимал участия. А Гуния такой, вы, наверное, знаете, он сегодня работает, известный уролог в городской больнице. Вот. И две молодые на то время, сегодня тоже они молодые, но тогда совсем молоденькими девочками были студентки. Это Гагулия и Бигвава, Астанда Бигвава. Они сегодня известные гинекологи вот, в Абхазии. Вот, начали, как говорится, с войны, пришли, несмотря ни на что, не побоялись, не испугались, в отличие от некоторых, пришли и вот, то, что могли, сделали. Они ассистировали, они там, может быть, в операциях не принимали участие, но помогали своим старшим коллегам. Это большое дело, большое дело. И сегодня, конечно, мы должны быть им всем благодарны, и об этом должны и знать и медики, и не медики. Вот молодежь должна этих людей знать. Хорошо, спасибо большое. Итак, подытоживая нашу беседу, я хочу сказать несколько слов, что с первых все же дней войны население Абхазии стало организовывать сбор средств для фронта. Население жертвовало деньги, золотые, серебряные изделия и другие ценности. Многие народы и страны, а также международные организации организовали в период войны гуманитарную, продовольственную, всякую помощь Абхазии. Нам помогла Россия, республики Северного Кавказа, Краснодарский, Ставропольский край, Ростовская область, Москва, Петербург, а также диаспора абхазская в Турции. Мировое сообщество, оно сочувственно отнеслось к малочисленному абхазскому народу. Особенно это касается, конечно же, российской общественности, которая поддерживала Абхазию. Ну и, конечно, город-герой Гудаута. Он выдержал все военные трудности. Он дал приют
тысячам людей. Отсюда шли бойцы освобождать город Гагра и город Сухум. Итоги Отечественной войны показали, что победить даже маленький народ очень трудно, когда он воюет за родную землю, за свободу и независимость. Я благодарю всех пришедших к нам на прямой эфир, а с телезрителями мы прощаемся до следующего понедельника.